Работа по ликвидации двухсменного обучения в школах республики продолжается. В сельском поселении Сурхаки начато строительство новой школы на 540 ученических мест. Трехэтажное здание будет состоять из 5 блоков и соответствовать всем современным стандартам. Сейчас в строительстве нового учебного заведения трудится порядка 60 рабочих. О ходе строительных работ сюжет Мадины Пугоевой. Работа кипит, строители трудятся с утра и до вечера, чтобы успеть сдать объект в установленный срок. Еще 2 месяца назад на этом месте располагалось здание старой начальной школы, но очень скоро на месте большого котлована появится новое типовое на 540 ученических мест. Сейчас рабочие заняты бетонированием нулевого цикла. Арматуру залили, связали, поставили, выровняли, отцентровали все и бетон заливаем потом. После этого как-то проверяем все на прочность. Бетон имеет большой вес, 2400 килограмм куб бетона. Когда его заливают, он еще давление. Поэтому, прежде чем его залить, надо все проверить, отцентровать и зажимы, все это проверить, и потом мы бетонируем. Каркас будущей трехэтажной школы из монолитного железобетона позволит сделать здание сейсмоустойчивым. Для сельского поселения Сурхаки это, пожалуй, один из самых важных аспектов. Почти 4,5 гектара земли можно отнести к категории сложного рельефа. Возвышенности и впадины, а также стесненные условия приносят строителям немало хлопот. Там места нету. Это все надо, там дети должны ходить. Это уже первый этаж. Там, да, уже почти даже от забора до этого 2-3 метра расстояния. Это чужой забор. И нам надо всю эту землю опустить, чтобы там люди могли бегать, дети. Вот ниже фундамента все это должно быть ниже. Потом подпорные стенки, выше площадки идут. Современные учебные классы, актовый зал, столовая, вестибюль, гардеробная и спортзал. В новой школе для учащихся будут созданы все необходимые условия. Подвал по плану подрядчика станет техническим. Чтобы приступить к строительству, рабочим пришлось готовить основания, над которым тоже, к слову, пришлось немало потрудиться. Сейчас проблемы, они долго возились с этим котлованом. Ну вот плита залита, плита и колонны, пены. Диафрагму жестко перекрытие, опал кого-то и бог. Или полностью вертикальная планировка уверен территорию. Четвертый блок. Блок пока хаваш отдался, всегда проезд открывался. Проезд, Всего здание школы будет состоять из 5 блоков. На каждом из них трудятся отдельные бригады строителей. В общей сложности около 60 человек. Как только здание будет возведено, рабочие приступят к обустройству прилегающей территории. Здесь предусмотрены спортивные площадки, зеленая зона для отдыха и небольшая автостоянка. Оценить старания строителей учащиеся и преподаватели смогут уже к следующему учебному году. Мадина Пугоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.